Успех за успехом. Так можно заглавить итоговую часть послания Госсовету главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева. Отражается она в первую очередь в развитии экономики региона путем привлечения инвесторов, создания новых высокотехнологичных рабочих мест, социальной политики и строительстве. Конкретнее, это касается выполнения национальных проектов. Эти проекты направлены на технологическое ускорение, создание высокопроизводительного экспертно-ориентированного сектора в экономике, развитие инфраструктуры, совершенствование социальной сферы. В ближайшие 3 года на их реализацию в нашей республике планируется направить более 26 миллиардов рублей. По словам Михаила Игнатьева, выполнение национальных проектов – это не самоцель, а инструмент для осуществления главной цели – повышения уровня благосостояния жителей республики. Глава Чувашской республики остановился на развитии сельских территорий, сельского производства. На самом деле, в республике у нас очень много делается для сельских жителей. Это и дороги, и газ, там фельдшерско-акушерские пункты, ремонт дорог, много чего. Поэтому для производства, дальнейшего развития сельских территорий нужно производство. И поэтому в своем выступлении очень много остановился в этом цели. И нам, депутатам Государственного Совета, те оглашения, которые ставил задачи перед депутатом, мы должны выполнять и исполнять вместе с главами территории, главами сельских поселений. Само послание охватывало все сферы жизни населения, от тарифной политики до итогов проведения года театра в Чувашии. Но кроме итогов, конечно же, очерчивались планы на будущий год, векторы, схемы, направления развития. Касаясь темы дальнейшего повышения экологической безопасности, главой республики была поставлена задача до конца текущего года перейти на раздельный сбор мусора в городских округах, а в 2021 году по всей республике. Также в рамках национального проекта «Экология» планируется рекультивация свалки в Канаше. Поэтапно будут закрыты и рекультивированы 11 действующих объектов размещения ТКО. Министерству культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашии Михаил Игнатьев поставил задачу вместе с органами местного самоуправления в 2021-2024 годах обеспечить ввод в эксплуатацию еще 25 новых сельских домов культуры. Мы должны положить все усилия, все наши возможности для исполнения тех задач, которые указал нам наш глава Михаил Васильевич Игнатьев. Создана территория особого экономического развития, район не остается в стороне, мы тоже выиграем от создания этой зоны. Наши жители, которые там будут получать соответствующие зарплату, это достойный уровень жизни, мы взаимосвязаны с городом, и по отдельности мы существовать не можем. Традиционно при подготовке документа учитывались предложения жителей Чувашии, представителей общественных организаций и других институтов гражданского общества. Глава Чувашии напомнил органам местного самоуправления о необходимости вести постоянный диалог с теми, для кого они работают, с жителями Чувашии. Необходимо не просто выслушивать, но и слышать и понимать нужды и чаяния простых людей. Только в этом случае мы достигнем поставленных целей, подчеркнул глава республики. Антоний Николаев, Елена Блатцева. Вокруг нас.